На встречу с журналистами президент пришел с 11-минутным опозданием, но сходу получил самый ожидаемый вопрос о возможной реформе Конституции. Суть изменений подсказывает, что реальная власть может сосредоточиться вокруг партии СДПК. Ваши комментарии? Глава государства сразу отмел догадки о том, что он готовит почву для своего премьерства после окончания его президентского срока. Поверьте мне, если я хотел бы сохранить власть, я не мудрил бы. Вы знаете, я всегда говорю как есть и делаю так, как считаю нужным. Тогда бы я сделал бы совсем другой референдум. И без парламента есть такая возможность в Конституции. Достаточно собрать 300 тысяч голосов. От Конституции журналисты перешли к ЕАЭС. Основной вывод, по мнению президента, Кыргызстан вступил в союз неподготовленный. Вступление в Евразес, вы видите, оно не снимает какие-то искусственные преграды, которые иногда создаются, как бы, скажем так, братскими даже странами. Интересы Кыргызстана нужны только Кыргызстану. И надо из этого исходить. Надо быть реалистами. Мы должны быть готовыми бороться за свои права. Но для этого мы должны всегда иметь какую-то юридическую базу, чтобы нам не могли просто так закрыть границы. Самая обсуждаемая тема этой недели – непростые отношения с братской Турцией. Атамбаева спросили о просьбе турецкого министра Чавушоглу закрыть учебные заведения, якобы финансируемые Гюленом. И нам не надо указывать, как нам жить, что нам делать. Спасибо, если кто-то нам помогает. Но если вы еще хотите к этому что-то, какое-то условие привязать, то нам такой помощи не надо. Пожалуйста, заберите обратно такую помощь. Еще более жестко Атамбаев высказался о моде на арабскую одежду. Президент еще раз поддержал появление скандальных баннеров, предупреждающих об угрозе исламизации. Например, когда мы вывесили вот эти плакаты, я поддержал, что куда мы идем. И, конечно, там нашлись умники, которые вывесили баннер, что вот, ну, типа, вот, а к мини-юбкам мы идем. Разве правильно? Слушайте, мы с советских времен, с 50-х годов у нас женщины ходят в мини-юбках. Но ни у кого из этих женщин в голову не приходило одеть пояс шахидки и взорвать кого-то. Да ходите хоть с керзовым сапогом на голове, но не взрывайте никого. Но не навязывайте никому свою одежду. Если вам не нравится здесь у нас, ну живите там, где вам нравится. Пожалуйста, мы вам дорогу проплатим. В Сирию, там, Бангладеш или куда-то еще. Журналисты спрашивали президента о проблемах границ, коррупции, оппозиции и даже о песнях, которые записал Атамбаев. Однажды нашел время и записал 5 песен на русском. И это у меня заняло 47 минут. Вот парень, который записывал, Эрнест, вот спросите, это я засекал время, 47 минут. Другое дело, что после этого, ну, мой друг Фуркат Турсунов эти песни услышал, и он не спеша делает один клип за другим. Шавкат Тургаев, Бексултан Абибакир Улу. Настоящее время. Кыргызстан.